Happy New Year, everyone. As we step into 2024, I want to extend my warmest wishes to each one of you. On behalf of UNDP Kyrgyzstan, I would like to share with you the results we have achieved as a team in 2023. Working hand in hand with national partners, we've been on a journey to shape a sustainable and equitable future for Kyrgyzstan. As we reflect on the year gone by, let me emphasize the critical support we provided in key areas such as socioeconomic growth, governance, youth empowerment, gender equality, and our steadfast commitment to addressing the pressing challenges of climate change. These accomplishments would not happen without fostering partnerships, promoting innovation, ensuring inclusion, and strategically navigating the realms of development finance and digitalization. Our initiatives have helped position Kyrgyzstan on the cutting edge of sustainable development, leveraging the power of technology and financing for development. В области государственного управления и социальной сплоченности мы достигли значительных успехов. В этом году мы передали Министерству юстиции Кыргызской Республики уже третий автобус солидарности, который позволяет охватить бесплатной юридической помощью самые отдаленные районы. И благодаря этой поддержке, а также через различные каналы, включая центры бесплатной юридической помощи, автобус солидарности, горячую линию 114, юридическую помощь получили более 10 тысяч человек. Я очень горжусь тем, что в 2023 году программа развития ООН вместе с национальными партнерами, правительством, представителями гражданского общества, правозащитниками, средствами массовой информации, местными органами власти сумели разработать два очень важных закона. Закон о противодействии терроризму и закон о противодействии экстремистской деятельности, что еще раз подчеркнуло нашу приверженность справедливому и безопасному обществу. Этот опыт был призван и признан на глобальном уровне одним из самых успешных примеров, когда правительство и гражданское общество, правозащитники работали вместе над тем, чтобы закон соответствовал самым лучшим международным стандартам и практикам. В этом направлении программа развития ООН будет продолжать оказывать поддержку правительству в разработке и утверждении государственной программы по противодействию экстремизму и терроризму до 2027 года, а также плана действий по ее реализации. Переходя к нашим проектам для молодежи и поддержки бизнес-возможностей, 180 девушек приобрели цифровые навыки, причем более половины из них нашли возможности трудоустройства. В Волжской, Баткенской и Джалалабадской областях более 500 молодых женщин и мужчин получили возможность участвовать в тренингах по наращиванию потенциала и программах по ускорению бизнеса. И в результате было открыто 78 предприятий и создано около 400 рабочих мест. Мы активно продолжаем работу по продвижению гендерного равенства. И хочу отметить, что мы расширили возможности и для афганских женщин. 14 девочек, которые приехали к нам из Афганистана, завершили программу по улучшению своих цифровых навыков и возможностей. Я считаю, что это очень большой вклад в развитие, в устойчивое развитие Афганистана и, кроме того, предоставление жизненных возможностей для девушек-студенток. Программа развития ООН также активно продвигала женское лидерство и женскую солидарность. По всей стране в 2023 году были проведены женские курултаи, которые собрали женских лидеров по всей республике. Все эти мероприятия увенчались большим национальным курултаем, который принял очень важную резолюцию, содержащую рекомендации как для правительства, так и для гражданского общества, так и для самих женщин, для того, чтобы мы все объединили усилия
в формировании женского лидерства в стране, в продвижении женщин на важные государственные позиции, в продвижении женщин для участия в жизни и развитии своих сообществ. Прошедший год стал свидетельством нашей приверженности достижению позитивных изменений в таких областях, как изменение климата, окружающая среда, устойчивость и управление рисками чрезвычайных бедствий. Наш вклад сыграл огромную роль в разработке плана реализации наших климатических обязательств страны, отраженных в определяемых на национальном уровне вкладе, с учетом гендерных аспектов. Мы также поддержали правительство в разработке долгосрочной концепции в достижении углеродной нейтральности к 2050 году, что соответствует национальным приоритетам, а также целям Парижского соглашения. И в течение года наша команда работала, чтобы информировать и обеспечивать необходимой информацией по вопросам изменения климата и климатической дипломатии, и о 28-й конференции сторон по рамочной конвенции по изменению климата, который пришел недавно в Дубае, обеспечив хорошую представленность нашей национальной делегации. Наращивание потенциала является краеугольным камнем во всех наших инициативах. Мы провели комплексные тренинги для сотрудников ключевых министерств, способствуя национальному адаптационному планированию. Совместно с Национальным статистическим комитетом, а также с Гидрометом мы помогаем разрабатывать важные климатические продукты и статистические показатели, которые имеют решающее значение в планировании таких секторов, как сельское хозяйство, управление чрезвычайными бедствиями, здравоохранение и сохранение биоразнообразия. Мы сделали значительный вклад в улучшение технической и материальной базы государственных органов, чтобы противостоять последствиям изменения климата. Мы полностью оборудовали здания станций противопожарной и спасательной службы, стратегически расположенных в таких ключевых районах, как Чолпон-Ата, Ош, Сузак. Мы также оборудовали станции мониторинга лавин в Далоне, Чакчиме и Чаткале. В тесном сотрудничестве с государственными органами и партнерами по развитию был одобрен план реализации концепции гражданской защиты, соответствующей Сендайской рамочной программе. Ранее предупреждение о климатических рисках актуально для нашего региона, чтобы снизить потери и ущербы. Так был проведен диалог высокого уровня по раннему предупреждению в странах Центральной Азии, где мы собрали более 100 практиков для обсуждения этих ключевых вопросов для актуализации глобальной инициативы раннего оповещения для всех. На местном уровне мы также уделяем большое внимание устойчивости экосистем и применяем подходы, которые учитывают риски деградации окружающей среды, которые позволяют местным сообществам гармонично существовать с природой. Инициативы в Западном Тянь-Шане укрепили практику управления охраняемыми территориями, внедрили современные методы управления парками и оптимизировали финансовые ресурсы для управления окружающей средой через программное бюджетирование. Наше знаковое достижение в Западном Тянь-Шане – это данные о стабилизации популяции снежного барса. Это является свидетельствами нашей приверженности делу охраны окружающей среды и дикой природы. В южных регионах, уязвимых к изменению климата, наши меры были сосредоточены на определение стратегии по предотвращению климатических рисков, от определения критически уязвимых зон Ферганской долины до разработки планов адаптации и изучения оптимальных агроклиматических подходов в Баткенской области. И мы стремимся противостоять вызовам, вызванным изменением климата. В 2023 году при поддержке ПРООН была разработана методология по оценке эффективности налоговых льгот. Вообще все налоговые льготы, они оцениваются примерно 30 миллиардов сумм. Первые результаты, которые показала эта методика, привела к тому, что были отменены неэффективные налоговые льготы примерно на 30 миллионов сомов, которые теперь могут быть направлены на цели развития. Успешное завершение пятилетнего проекта «Партнерство действий для зеленой экономики» PAGE ознаменовало значительный скачок в преобразовании Кыргызстана от коричневой в сторону зеленой экономики. Эта инициатива позволила
создать комплексную научно обоснованную платформу для того, чтобы планировать развитие зеленой экономики, разрабатывать политику для этого. Ежегодные форумы по зеленой экономике, поддерживаемые ПРООН и другими партнерами, стали важным элементом платформы для облегчения обмена знаниями по зеленой экономике и повышения, в первую очередь, осведомленности для внедрения и дальнейшего продвижения принципов зеленой экономики в нашей стране. Наша приверженность инклюзивному экономическому росту и деятельность в этом направлении продолжилась с запуском новой 5-й фазы проекта содействия торговле. В 2023 году, благодаря нашим интервенциям, малые, микро, средние предприятия смогли заключить более 100 контрактов на общую сумму более чем $1,5 миллиона США в отдельных цепочках добавленной стоимости. Это мед, туризм и сухофрукты. Рост доходов ММСП, особенно в экспортно ориентированных отраслях, секторах, способствует снижению уровня бедности. И усиление их экспортной конкурентоспособности способствует более сбалансированному региональному развитию с учетом больших дисбалансов, которые существуют в нашей стране. Кроме того, в фокусе ПРООН за последние годы был доступ к финансированию малого и среднего предпринимательства. И в этом отношении при поддержке ПРООН действия, работа, которую мы провели несколько лет назад, в 2023 году дала свои очень существенные результаты. В частности, я бы хотел отметить, что в этом году в Боткине была открыта первая урологическая клиника, многопрофильная урологическая клиника, которая позволила получить доступ к медицинским услугам для жителей Боткинской области. Хочу отметить, что это единственная больница в этом регионе. Помимо этого, существенное количество рабочих мест было создано во вновь открытом швейном предприятии, который при поддержке ПРООН подготовил свои документы для того, чтобы получить финансовые ресурсы из двусторонних фондов развития Кыргызской республики. В уходящем году мы оказывали поддержку национальным структурам в реализации программ профилактики, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции, туберкулезе, а также для ключевых групп населения. В уходящем году более 6 тысяч людей, живущих с ВИЧ, получали бесперебойное лечение и осуществляли контроль эффективности этого лечения, в том числе при поддержке ПРООН на средства глобального фонда. 1200 человек с устойчивым туберкулезом получали своевременное, эффективное и современное лечение своего заболевания. Совместно с национальной противотуберкулезной программой было выявлено около 800 новых случаев устойчивого туберкулеза в стране. И все эти люди имеют возможность получать лечение и контролировать успешность этого лечения. Успех лечения с каждым годом улучшается, и на сегодняшний день он составляет уже более 70%. Мы должны отметить работу неправительственных организаций, сотрудники которых работают с самыми уязвимыми бенефициарами. Они поддерживают их в процессе тестирования, они мотивируют их на лечение, они предоставляют им информацию и профилактические услуги. В 2023 году 7 центров временного пребывания для людей с ВИЧ, туберкулезом, для женщин, пострадавших от насилия, предоставляли жизненно важные услуги по проживанию и питанию, а также по их социальной и психологической поддержке. Совместно с Министерством внутренних дел, совместно с Министерством юстиции, с Офисом омбудсмена и другими министерствами и ведомствами наш проект осуществлял очень большую работу по снижению стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, туберкулезом и представителей ключевых групп населения. Благодаря этой работе, проведенным круглым столам, благодаря аналитической работе, благодаря мониторингу того, как мы реализовали эту работу, мы видим, что стигма в отношении этих людей снижается.
Вместе с вами, вместе с национальными программами по ВИЧ и туберкулезу, вместе со всеми министерствами и ведомствами мы с вами можем добиться, чтобы доступ для уязвимых слоев населения к услугам здравоохранения стал универсальным. И в предстоящем грантовом цикле мы продолжим свою работу совместно с Министерством здравоохранения и другими ведомствами для того, чтобы все услуги по здоровью для этих групп населения были очень доступными, своевременными, легкими в получении, качественными. Cross-cutting issues drive inclusivity and innovations. To advance the Leave No One Behind principle, UNDP in 2024 will launch a new program to promote and protect the rights of people with disabilities. This will be done through strengthening existing structures, institutions, and legislation in the country to promote gender and disability inclusive perspective in line with the principle, nothing for us without us. Our focus remains on developing accessible environments, activating participation for people with disabilities in development processes, and realizing their rights and abilities. Through our Accelerator Lab, impactful initiatives to empower rural women and youth have been conducted. Initiatives such as STEM for All and collaborations with Park of Creative Industries have brought unique opportunities for women, girls, youth, and local innovators in various regions. Through these efforts, UNDP is actively contributing to the empowerment and advancement and ensuring the benefits of innovation reach the most remote communities. Happy New Year! In closing, we carry the lessons and achievements of 2023 as catalysts for future endeavors. As we express our sincere gratitude to our invaluable partners and donors, we recognize that their support has been instrumental in achieving these milestones. Your commitment to the betterment of Kyrgyzstan has made these accomplishments possible. Together, let us forge ahead to overcome challenges, seize opportunities, and create positive change. Thank you for the unwavering support, and we look forward to the continued journey towards a brighter and prosperous Kyrgyzstan.